Так, сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пятница, 5 декабря 2025 года. С вами снова я, Зуртан Халтаров, на волнах ИМИ Радио, авторская передача «Когито Бурята». В общем, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, сегодня я без гостей. Серега там занят решением своих вопросов, короче. Был на радио, сказал извиняюсь, и утопал до дома. В общем, там свои дела выполнять. Ну, в общем, проведем в режиме общения, в том числе с подписчиками. Что там подписчики? Давайте, залетайте в эфир. Глушат, наверное. Глушат передачу. Поэтому всего пока небольшое количество, так скажем, зрителей эфира. Но ничего, мы не отчаиваемся, как говорится. Так, а что такое? Ага. Так, у меня жестко разрядился. Так, разряжается телефон. Надо будет сейчас кое-что сделать, дорогие друзья. Подождите. Сейчас мы вставим. Так, придется вот эту зарядку вставлять. Так, сейчас. Взял павербанк, а он оказался разряженным. Надо все равно поставить на зарядку, хотя бы такую слабенькую, для того, чтобы нормально связь поддерживать. Ну, в общем, сегодня у нас что на плане? Значит, обсудить вот эту ситуацию вокруг Марка Здора, я так понимаю, его зовут. Молодого человека, которого обвиняют, там, деколониального, значит, активиста, представителя национальных, значит, меньшинств, обвиняют его, там, какие-то девки непонятные, короче. Сейчас. Ну, якобы в попытке там каких-то, значит, действий сексуального характера и так далее. Но мы абсолютно знаем о том, что, значит, эта гыбня, она всегда использует такие методы, короче, в том числе. Ну, то есть, каждому она ищет разные подходы, короче. Вот, например, Здор. Ну, что, представитель Чукчей, да, значит, борец. В общем, судя по всему, человек, так скажем, не робкого десятка. В общем, входил в какую-то организацию, которую возглавлял Шулендига. Ну, то есть он еще этим занимался, по-видимому. Ну, некоторые там, значит, типа Вьюшкова или там Молодайхи, они пишут, значит, о том, что вот он там, значит, у него какой-то там деятель, типа, с русским государством, типа, взаимодействует. Ну, знаете, такие гнилые намеки. Их осталось-то, чукчи. Количество-то небольшое. Ну, и понятно, что, естественно, это народ воин. Это не буритошки никакие, это никакие там, значит, другие остальные народы. Они русских уничтожали в то время, когда вы ручки кверху, значит, подняли. Понимаете, это люди-воины. Ну, естественно, что возникает такая ситуация. Кто там у меня копается? Кто залез? Так, не понял, что такое. Кто-то залез у меня копается в этом, как его, на рабочем столе. Ну и вот, и в общем ситуация следующая. Вот читаю, значит, на украденной сотне, значит, пишут, что в 22 году там какой-то хрен, значит, типа журналист был свидетелем инцидента, значит, приехали на Тбилисское море, на нас выбежала девочка со славами спасителя, за ней выбежал главный герой истории Чукча Марк. Представляете, вот так пишет.
После его неудачной попытки обойти нас и достать девочку, он подуспокоился и ушел куда-то. Мы поздоровались со всеми гостями, отошли чуть в сторону поговорить со знакомыми. Со стороны основной поляны послышался шум. Мы побежали туда и застали сцену. Девочка лежит на земле, а Марк на ней пытается ее придушить. Видимо, это была попытка изнасилования. Тут стоит сказать, что он огромный достаточно силы, помимо того, что агрессивный, уже нажрался и ничего не слышит. Ну, в общем, ситуация такая. Ну, раскусили это вот вариант о том, что, значит, что молодой человек, значит, любит выпить. Ну, нет защиты. Ну, спаивала русня в течение столетий. Чукчи, значит, другие малые коренные народы выменивали золото по весу. То есть, вот эти представители коренных народов где-то золото намывали, значит, притаскивали 100 грамм золота, 100 грамм спирта. Вот такая мена была у Ванюшек, короче. Вот они за счет этого делали копейку себе, значит. И сейчас продолжают то же самое делать. Ну, они знали о том, что вот активист. Ну, а почему тогда сразу вот эта вся информация это не вышла наружу, как говорится? Ну, раз ты такой вот весь, это, ну, напиши статью, вот Чукчи насилуют в Тбилиси, там, значит, представители русской общественности, там, значит, девочек там, типа, насилуют и так далее. Ну, там какие девочки-то, мы же знаем, там все вот эти Каки-Муму, вот это вся вот масса этих дегенератов русских, она же тоже туда, в Тбилиси, спустилась. Одно дело там какие-то дети богатеньких родителей, тоже, ну, у которых фронта там, они, значит, типа делают, изображают из себя, значит, это у них есть денежки, они там хату могут в Грузии купить, или у них еще с советских времен там хата в Тбилиси. А есть вот эти нищенки, короче, которые там тоже вот в этой около тусовки крутятся, ну и у которых есть определенное задание. Ну, она ничего не умеет, кроме вот того, чтобы поддавать, так скажем, снизу. И вот этих девок тоже засылают, и естественно, что они провоцируют людей, особенно мужчин, у которых очень высокий уровень тестостерона, короче. Ну и девки, они не просто так, это не какие-то, а это вот действительно у которых вот это есть как бы мощь, да? Поэтому ничего абсолютно удивительного нет, что вот в Европе, например, их в меньшей степени, потому что им же надо сюда сделать легенду, чтобы они ехали там, учились, или там, я не знаю, чем-то зарабатывали, да, ну, то есть просто так вот, ну, я вот, например, хожу здесь в Варшаве, да, ну, я не запнусь никогда ни об какую русскую эскортницу. Ну, которую тоже заслали для того, чтобы там, ну, каких-нибудь там деятелей русской оппозиции там совращать и так далее. Ну, вот они, например, знают, что у Шендеровича ненормальная вот эта, как его, либидо там или еще что-то, он тут, в общем, бегает за девками. Ну, и плюс, вот, например, этот случай с Роговым, да, там же тоже было такое, что он типа изменил, короче, там своей жене с какой-то там, значит, девицей. Понимаете, да? Ну, то есть девица откуда? Ну, может, с белорусского КГБ была там, или там с СБУ, кто его знает. Ну, то есть у них вот такая тактика, короче, находить там, где, как говорится, рвется и туда лезть. И вот, ну, конечно, вот Марк Здор, будучи, значит, чукчей, будучи, значит, участником определенных там деколонизаторских движений, да, ну, таких, в том числе, Ходорковский же вот этот проплачивает, этот Оркас проплатил эту конференцию деколонизаторов в Берлине. Но вот они выжидали, короче, и бац, это вот как раз в определенный момент и вылезла ситуация, что, а посмотрите-ка, кого там держат, кого там этот Ходор там держит или так далее. Ну, они же вроде как независимые, там, Сулиндига там и так далее. Естественно, как на это реагировать? Вьюшкова же где утверждают, что, значит, о подобном поведении Здора якобы Сулиндига знал давным-давно. В Америку, значит, его опасался отсылать по поводу того, что якобы, ну, со слов Вьюшковой, опять же, что мало ли там, что случится там с американкой, там уже другой моветон, как говорится, будет. Но тут ведь ситуация-то такая, что вот дальше мы там читаем информацию, которая там молодая, да. Вот посмотрите, сразу ты должен напрячься, да, когда какие-то малознакомые девки тебе говорят, а мы вот такие нищенки, типа, давай мы у тебя впишемся, вписка в Москве, в Петербурге, это, ну, извините меня, это означает определенный характер.
Всегда. То есть, когда они хотят вписаться у тебя, ну, то есть, это значит не что, не просто они там бросят кости у тебя там и так далее. Уж в Тбилиси это найти за 50 долларов там можно снять за ночь там или за 100 долларов, условно говоря, там можно снять очень хорошее жилье. Ну и потом, естественно, что вот в этом, значит, в базаре этих девок, там вот, естественно, проскакивают определенные такие вот странности, например. Зачем, если вы его знали, значит, его поведение и так далее, короче, зачем вы к нему вписывались, это первое. Во-вторых, одно бы дело кто-то там подсоветовал, значит, вот есть парень, там можете у него вписаться, там, короче, он там всех девок вписывает, типа, и так далее. Ну, вот там учтите, он немножко там выпить любит, там, тыры-пыры, там, короче, ну, вы же сами знаете, на что вы идете, короче. И вот грузинские полицейские на этот счет, они ему четко говорят этим девкам, что говорит, ну, вы же сами хотели все это сделать. Но упор-то на другое, упор вот на это все, значит, что вот, они не знали, типа, они вот такие недотроги, там пятое, десятое. И я теперь понимаю, почему вот эту движуху-то всю крутили, короче. Вот эти все так называемые антивоенники, вот эти инфо-цыгане все, да. Типа вот, как это называется-то, я не знаю. Тема-то вот это с этими, с ЛГБТ, там, еще там с чем-то, вот там всякие обвинения, значит, там, когда вот этого дурачка-то нашего, не нашего этого, пассивного гомосексуалиста из Лондона-то, он там на кого-то тоже наехал, там сказал, что да вы, да русские, там нацисты, там что-то в этом роде, короче. А те хоп-хоп, короче, чик-чик проверили все его проекты. И оказалось, что он жулик, мошенник, инфо-цыган типичный, короче. Ну, а потом следующий этап вот этого инфо-цыганства со стороны Молодаевой, они заехали на тему, которую топтали давным-давно и Сулиндига, и Бережков, и представители так называемых КМНС, значит, коренных малочисленных народов Севера. Это у них была организация Indigenous People of Russia. Есть даже сайт, вон, загляните в гугле, вбейте, там это все написано. И Вика Молодаева вместе вот с этим пассивным гомосексуалистом условно создают организацию с подобным названием. Что как это не колониализм такой, да, не проявление имперского шовинизма со стороны Молодаевой. Потому что она же прекрасно знает, что есть такая организация, и они создают организацию с похожим названием. А потом начинают говорить, что вы-то не такие вот представители там нанайцев, чукчи и так далее, а вот мы будем за вас решать, вот мы такие развитые, значит, прогрессивные, как будто вот эту левацкую, значит, идеологию там несем, женщина типа тоже человек и так далее. Я говорю, теперь становится понятно, для чего это сделано, для того, чтобы смешать вот тех людей, которые с 90-х годов напрямую работали с американцами, да, у которых выстроена уже система правозащиты, которые уже с именами выступают, значит, в ООН и в других организациях, да, для того, чтобы под них подложить мину. И вот этих дурочек, ну, засунуть, короче. При этом лезет туда Вьюшкова с каким-то, ну вот аутизм это в чистом виде, да, не могу это не проговорить, потому что куда ты-то лезешь, Вьюшкова, тебя никто вписывать не будет никогда. К тебе и приставать-то не будут, эти не приставали к тебе никогда, и не зажимали там возле двери и так далее. Что ты, Мария, ну давай, ну не будем, ты вот этих всех нюансов не знаешь, не испытывал. Тем более девки вот эти из этого, значит, которые обучаются в в Петербургском институте народов Севера, ну, ребята, ну, мы же знаем, что там происходит, короче. Что за представители там вообще вот этих народов учатся там и так далее. Это, ну, мягко говоря, никто об этом не говорит, но все люди в Питере учащиеся, они знают об этом. О том, что там это самое распутная часть студенчества, это вот представители там. То есть они там друг дружку находят, так скажем, взаимодействуют между собой, да, и, соответственно, ну, у них так принято. То есть бутылка, значит, бутылка, кроватка, это логика такая простая. Кто девку ужинает, тот ее и танцует. Но это так, у них так заведено, такие национальные традиции, тут ничего не сделаешь. Ну и действительно, что вот
По-видимому, вот этих девок, значит, подсовывали к нему. Значит, и вот он, значит, и вот эта информация ждет своего времени, значит. И вот они сейчас проводят эту конференцию в интересах того, чтобы заседать в ПАСЕ. И молодая это вместе с пассивным гомосексуалистом, видимо, решили о том, что, видимо, Шулиндига собирается в рамках вот этого Ходорковского, значит, взаимодействия с Ходорковским залезть вот в этот ПАСЕ, короче. Она, видимо, тоже хочет в ПАСЕ заседать. Видите, как приберегли под самый этот. И потом обвиняют. Ну что, вот они типа вот раскрыли. А что же вы раньше-то не раскрывали это дело? Зачем вот это все дело вы копили под самую конференцию, значит, а не говорили заранее, например, тому же Сулендиге или, например, Здору бы предъявили, ну, как это делается по-человечески, просто написали бы Здору, вот такая информация есть, сейчас мы ее опубликуем, короче, ты проясни эту ситуацию, 5-10, короче, там, ну, ценник, девки хотят там компенсацию 10 тысяч долларов, например, или 2 визы, или женись на них, например. Правильно, вот типа такого. И естественно, что в таких условиях, ну, как, ну, да, вот чувак пьяница, страдающий алкоголизмом, значит. В иных бы ситуациях он, например, что бы сделал? Сказал, да, подсунули девок. И я более чем уверен, что подсунули, потому что обвинение, оно не должно звучать вот так, как будто бы вот там какие-то непонятные девки. Вот девка должна написать: я подверглась там сексуализированному насилию со стороны Марка Здора. Тогда-то, тогда-то, 5-10. Молчала, потому что, ну, боялась там за свою жизнь там и так далее, 5-10. То есть нужно посмотреть, что это за информация. А то так 5, да, надвое сказала, кто его, мы же не знаем, в каких взаимоотношениях он, опять же, с той же девкой состоял на Тбилисском пляже. Может, они договорились, может, он ее содержал, может, это вообще его шлюха была, ну, которую он купил там в Грузии, там же, мы знаем, вся вот эта масса русских мигрантов, она вдруг внезапно там поистоскавшись, значит, и поиздержавшись это, ну, вот ищут себе там папика там и так далее. А у него, как у Чукчи, видимо, деньги-то имеются. Имелись, и поэтому мало ли там что было, короче. Ну, и, может быть, я тут не исключаю, что это действительно было определенного рода шоу со стороны, значит, вот этих девок, которые, ну, по Европам ездят, значит, в меньшей степени, но в среде, значит, вот этой СНГшной миграции они присутствуют, короче. То есть это девки, которые не агентши, конечно, агентши это типа Нома Зарубиной там, или вот этой, как его, Бутиной, короче, которую засылали, ну, которая там мужикам секс предлагала там и так далее. То есть они по-другому действуют. А тут просто, ну, такие, знаете, которые, ну, везде, ну, всем и всегда и по любому поводу дают, короче, ну, вот как эти Кати Муму там всякие и так далее. А потом у людей возникают проблемы. Ну вот, и поэтому, когда какая-то девка тебе идет, как говорится, плывет в твои руки, и ты должен сразу понимать, занимаясь политикой, что это же не просто так. Она вдруг всплыла, короче, и лезет к тебе. То есть тут нужно так сказать, спокойненько. Давай-ка там биографию твою изучим, например, и так далее. Ну, то есть действовать определенно мудрым способом. Но когда есть алкашка, значит, определенное желание. Я вот вспоминаю один разговор с моим приятелем, тоже представителем коренных малочисленных народов. Он мне говорил, что на одной из ООНовских конференций, где-то в Женеве и так далее, там выдавали суточные. И вот он представителей коренных малочисленных народов собрал, там представитель, значит, дал мужикам деньги и прямо при всех мужчинам советовал воспользоваться услугами проституток в Женеве. Говорит, сходите, ну, как бы обязательно это сделайте. Из этого я заключил, ну, то есть это так необычно было, что заседание ООНовское и значит, эти командировочные ООНовские, да, ну, им прям такое пожелание, ребята, там, сходите, расслабьтесь, короче, снимите шлюх в Швейцарии, короче, в общем, ну, пар спустите там и так далее, попробуйте.
То есть, я считаю, что это вообще абсолютно, в принципе, нормальный подход, но с другой стороны, это может быть некоторая вот традиция, так скажем, представителей коренных малочисленных народов, потому что, ну, их и так мало. Они там все друг другу родственники, конечно, им охота, ну, как бы, свои гены раскидать по разным, значит, полкам, как говорится. Поэтому, что их осуждать за то, что у них есть либидо? И ну, самое главное, что он не какой-то не дегенерат, например, как там представители вот этих пассивных гомосексуалистов Лондона, например, да, он же не такой. Вполне нормальный мужик, и вообще я считаю, что вот этот, ну, и яйца выеденного не стоил, но с точки зрения политических вот этих движух, вроде бы глупая, молодая, вот, а видите, а как используют вот эти всякие сплетни, там все прочее, хотя, конечно, про Вику-то можно тоже там в свое время жамсик там на трындел про Вику, там, значит, про ее подружек тех, которые зетошницы, подружки, которые к ней туда в США, в том числе по ее приглашению приезжали. Так что тут надо тоже присмотреться. Может быть, вот эта травля Молодаевой в свое время, когда она там куда-то пошла в какие-то петербургские, значит, там, ну, тоже как-то странно. Кто ее надоумил идти, значит, на мисс Петербурга и так далее. То есть не с конторы ли, может быть, Вику-то тоже на самом деле Соединенные Штаты заслали с определенными целями, учитывая ее бэкграунд там. Кто-то мне говорил, что у нее мать ментовка. Поэтому, опять же, вот этому Марку Здорову и вообще Павлу Салензиге и всем прочим реально работающим представителям коренных малочисленных народов лучшей поддержки, потому что вот вы воочию столкнулись, значит, с тем, что может происходить, когда отсутствует определенный контроль, отсутствует определенное обучение, так скажем, потому что людей своих нужно обучать, что внезапно возникшие там девки или еще какие-то, это всегда зона риска. Поэтому, естественно, лучше пользоваться, ну, кто хочет пользоваться, естественно, нужно пользоваться услугами женщин, так скажем, не обремененных интеллектом, ну, и либо, в общем-то, создать среду, когда внутри ваших сообществ молодым мужчинам подыскивают жен. Потому что если есть жена, пошли дети, то уже заботы другие, уже не будет забот там напиться, значит, уколоться и забыться, как говорится, да. Поэтому тут ситуация простая, что на вас уже с помощью вот этих глупых девиц типа Вьюшковой, типа Молодаевой, там еще группы этих инфо-цыган, значит, которые вдруг внезапно что-то, вдруг выскочили, значит, внезапно и начали какую-то воньку там производить и так далее. То есть я это расцениваю только исключительно из того, что вот эти инфо-цыгане, аутисты, они действуют в информационном поле, они ничего не создают, они в ООН не заседали, они глупые, они не знают, как защищать свои собственные народы. И как и вот я все время вот это интервью вспоминаю, этой глупой Молодаевой, когда, ага, репрессии же были еще, ага, такая сидит и думаю, господи. Ну, реально, как можно быть такой глупой, я говорю. Ну, зачем, если ты глупая, лезешь? А теперь понимаешь, что это все не просто так. То есть, вот такую сплетницу, такую собирательницу, значит, всяких грязных вещичек, да, вот они вот в этом, видимо, очень мастаки, они любят вот в этом, значит, плавать, потому что у меня же, про меня же тоже там вышел, мне прислали украинские коллеги, что, значит, такой, значит, пятый там или какой-то том зуртановедения, то есть какая-то, ну, я подозреваю, что это бывшая моя возлюбленная, значит, пишет, собирает обо мне какую-то информацию. Ну, знаете, вот такие сталкеры есть, которые, ну, так скажем, напрямую тебя не преследуют, но как-то вот пакостят, да. И у меня такие вот были, это еще там в середине 2000-х годов, значит, и
похоже, вот какая-то из моих возлюбленных, она вот подобного рода пакости делает, короче. Хотя, с другой стороны, вполне я могу предполагать, что это ГБшная подделка, потому что кто его знает, какую из моих возлюбленных могли, например, мне тоже подсунуть. Скажет, что Халтарову надо жениться, типа он сейчас женится, короче, там, значит, у него там дети пойдут там и так далее, перестанет о политике думать. Ну, в общем, непонятно тоже, потому что есть определенные намеки на то, что, ну, как минимум одну женщину мне контора подсунула. Так что ничего удивительного здесь нет. Следующая ситуация – это визит плешивой моли в Индию. Ну, я уже почитал несколько статей по поводу этого, того, что там, зачем туда Плешивый приехал. И одна из ситуаций, причем это официальный визит, то есть это не просто так, что мы вот там приехали, встречаемся, то есть судя по тому параду, значит, и тому, что Нарендра Моди сам его встречал, то есть это речь идет, что это был официальный визит оформлен. То есть как глава государства приехал к другому главе государства, и они, значит, ну, там какая-то определенная программа на несколько дней. Но логика такая, что типа, что хотят индусы? Я этот вопрос хотел задать как раз Сергею, но Сергея нет. И, в общем-то, ответ простой. Индусы сейчас, по-моему, вторые, если не первые, по закупке нефти из так называемого теневого флота. Индия сейчас активно увеличивает свое индустриальное, значит, производство. Опять же, Индия обладает достаточно большой береговой линией. И мы знаем, что весь юг Китая, да, практически вся береговая линия, она застроена, значит, там, всякими различными рода нефтехранилищами и так далее. Для чего это делается? То есть в период того, когда торговый баланс очень большой, значит, между экспортом и импортом, очень большая разница, то есть ее нужно куда-то вкладывать. И очевидно, что нефть это такое как бы жидкое золото. Золото, конечно, вкладывать эффективнее, цена золота, она всегда стабильная, золото само по себе что-то стоит, оно не горит, то есть практически не уничтожается. Хранить, для того, чтобы хранить там 50 тысяч тонн золота, не нужно больших пространств, объемов. А вот с нефтью, да, немножко сложность. Нефть, конечно, не портится, но она там может расслаиваться, потому что ее смешивают там разные сорта нефти, сложность переработки и так далее. То есть нужно определенные технические и технологические предпринять действия для того, чтобы эта нефть хранилась правильно. Да, периодически ее нужно в том числе тоже продавать. И поэтому вот Индия, она, видимо, сейчас выходит на вот тот период, когда Китай, начиная с середины 2000-х, значит, строил огромное количество нефтехранилищ и вкладывал вот эту разницу между импортом и экспортом инвестировал фактически в золото. Не в золото, а в нефть. И, соответственно, еще несколько вопросов. Оказывается, что еще в 2018 или в 2017 году был подписан договор о поставке, значит, Индии каких-то, значит, вооружений из России, которые зависли. И вопрос такой тоже ставится, по-видимому, о том, когда Россия выполнит свои обязательства по отношению к Индии. Потом мы знаем, что там какой-то, ну, еще с советских времен, еще со времен Махатмы, Индиры Ганди были взаимодействия с, значит, Советским Союзом, когда Индия активно закупала вооружение в пику Пакистану, потому что Пакистан практически сразу начал сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, значит, и в этом отношении, конечно, возникают у Индии с Рашкой, с Путиным определенные, так скажем, взаимодействия, да, для того, чтобы, значит, получить и вооружения какие-то, и, значит, скупить те ресурсы, которые... скупить те ресурсы, которые... Так, что-то у меня
Подождите-ка, надо проверить, вообще звук идет или не идет. И нужно, так, и нужно проверить. Нет, звук есть, все нормально. Просто там я посмотрел на записи, запись ничего, нормально. Ну и, в общем, ситуация такая, что Индия сейчас вообще, в принципе, для любой страны становится стратегическим партнером. Там, конечно, если вы смотрите тиктоки, там постоянно, значит, изображают Индию какой-то отсталой там страной, которая находится только на заре индустриального развития. На самом деле потенциал очень большой, молодое поколение. Существует огромное количество каст. То есть каждая каста еще внутри на касты делится. То есть там больше 200 каст, я так понимаю. И в целом вот эта структура общества, она достаточно стабильная. То есть никаких там серьезных потрясений или серьезных там каких-то революций или переделов собственности не предвидится. И в этом отношении, конечно, рост, то есть Индии для того, чтобы создать определенный экономический рост, им там не нужно будет проводить культурные революции там, или еще чего-то. Индия в течение ближайших 30 лет очень сильно изменится, безусловно. Касты никуда не денутся, но в целом страна за счет вот сверхэксплуатации, значит, вот этих низших каст, она будет существенным лидером, при том, что население, скорее всего, в Индии еще и удвоится. И в этом отношении для Путина тоже есть определенный интерес, потому что индусы, у них нет территориальных претензий к Рашке. То есть, если мы возьмем вот эту единую неделимую, так называемую, да, у Китая есть претензии. Китай в любой момент может признать всякие Нерчинские, Кяхтинские договоры о разграничении, значит, границ 2004 года, короче, недействительными, и сказать, что все это наше там. Вся Сибирь наша, короче, да. А Индия, она такого не предъявит никогда. И вот в этом отношении, конечно, Индия становится для Рашки стратегическим ресурсом для работников. То есть сейчас, я более чем уверен, будет заключен, короче, какой-то пакет документов, который упрощает иммиграцию трудовую, в том числе из Индии. Это большой достаточно ресурс. И вполне возможно, что вот представители всех этих низших каст, ну, определенных, которые, так скажем, не вполне нужны представителям высших каст, они будут оказываться где-то на заводах там, Татарстане, Башкортостане, Бурятии, там, например, и так далее. Понимаете, для чего это будет делать? Потому что от наших центральноазиатских соседей есть определенная опасность. Рост национального самосознания происходит у представителей тюркских народов. В Рашке они между собой общаются. Значит, идеи Турана, идеи там, значит, великого Турана, они никуда не деваются, они там входят. Значит, несмотря на то, что, как мои центральноазиатские коллеги постоянно говорят о том, что за исламизацией вот этих стран Центральной Азии стоят русские. То есть это никакие... Ну, там понятно, что лезут туда, в том числе саудийцы и так далее. У них есть вот такое желание, так скажем, потратить свои нефтедоллары для, значит, исламизации этих неверных, ну, которыми, собственно, казахи там и так далее в большей степени являются для арабов. И в этом отношении, естественно, русские тоже проводят такую политику исламизаторскую, и абсолютно, значит, это даже казахскими учеными где-то доказано. Я читал статью о том, что в свое время они, значит, решали, что же сделать с казахами, и тогда то ли синодом, то ли какой-то, значит, русской православной комиссией было установлено о том, что нужно казахов исламизировать. То есть на тот момент, наконец, там, на середину 19 века казахи в большей степени не были исламизированы. Хотя там, конечно, некоторые мусульмане говорят, что ой, у них там ислам там чуть ли не с там, 7-8 века, там 5-10. Ну, это такое, ну, знаете, как это, формальное исповедование. Это то же самое, как там
группа монголов там, значит, были нестерианами, значит, христианы там и так далее. Так это все чушь. Ну да, крестик на себя нацепили, короче, но кто из них доктрины-то эти знал? Да, символы веры там и все прочее, ничего этого не было. Так чисто, формально, значит, как какой-то амулет на себя надевали там и так далее. Ну и, условно говоря, считались, то есть этим всем проповедникам, там, тем же Настерянам этого хватало. Ну, все, крест нацепил, все, хватит. То же самое также шла, кстати, и христианизация до Александра Третьего. То же самое там. Формально чисто там договаривались между собой бурятские родоначальники, какой-нибудь поп, значит, они там списочно, значит, крестили, значит, он говорит, ты мне этих предоставь, там, 20 душ, я тебе столько денег дам, короче, половину себе возьму, естественно. Ну, такая была политика, и поэтому, когда вот эти сказки есть, что там якобы некоторые буряты по 2-3 раза крестились, типа, за 3 рубля, я говорю, для нас 3 рубля серебром в царское время это вообще пшик был, это день работы, может быть. Понимаете? То есть вот эти люмпинско-комбедовские сказки не надо воспринимать всерьез. Это где-то 3 рубля, это где миллион голодрания был где-нибудь в Воронеже или там в Курской области, это были деньги. А в Сибири 3 рубля серебром, это был пшик. За женщину давали 2000 серебром. За одну только. Ну и вот, ну, к сожалению, эта политика, она привела к тому, что не особо сильно буряты размножались, конечно, но вот в этом отношении, почему сейчас мы являемся заложниками вот этой люмпино-комбедовской модели, да, ну, потому что действительно в колхозах, совхозах вот буритосов размножили, так скажем, да, это был такой эффект. И, к сожалению, да, приличные буряты не дали достаточно приличного потомства, ну, или дали, но сидят там, значит, эти представители хороших родов, там сидят, помалкивают. Да и большей частью, скорее всего, давным-давно мигрировали. Так, сейчас мы переключимся уже на следующую тему. Ну, в общем, надеюсь, понятно, что следующий этап взаимодействия, значит, русских и индусов, он будет связан в большей степени о том, что Индия будет поставлять трудовых работяг. Вполне возможно, что в том числе Путин договаривался о том, чтобы залезть вот в индийские дроны, которые тоже очень дешевые. Я думаю, что индусы, они тихой сапой за эти 3 года уже подготовили там, так скажем, объем предприятий, готовых производить. И Путин приехал непосредственно там договариваться, обещать дешевую нефть, то есть украденную нефть у представителей коренных малочисленных народов Севера, у бурят, якутов, саха, татар, башкир, народов Кавказа, народов Центральной Азии. Поэтому ничего удивительного нет о том, что сейчас, значит, путинская элита, они понимают, чем грозит деколонизация, поэтому сейчас такой большой поток, значит, информационного мусора касаемо того, что вот там типа вот эти деколонизаторы, они вот неправильно говорят, они говорят там вроде как о распаде Рашки, да, и, соответственно, мол, как будто бы это приводит к тому, что какая-то масса вокруг там, значит, этого Путина сплощается, типа там, значит, это наоборот ведет к тому, что путинский режим крепнет там и так далее. Ну, на самом деле, ничего подобного, потому что у каждого свои интересы. Понятно, что есть там ФСО, например, ФСБ, вот эти вся мразь, значит, большевистская, вот эти Шариковы, так называемые, которые, значит, в 90-е годы подистаскали, значит, каких-то там своих родственников пустили в демократы, а сами там, ну, тихо сидели на голодном пайке и так далее. Ну, как это говорится, знаете, как 2 руки. То есть, сколько таких семей
Ну, например, тот же Удальцов, например, у него бабка, это землячка, говорят, вешала там этих, 20 тысяч этих расстреляла, чуть ли не, ну, самолично, говорят, ходила, стреляла в эти в затылки русским офицерам. Сколько вот таких? А он вроде противник Путина, понимаете? Но за сильную рашку. Сейчас все затаились, загасились где-то, сидят там и так далее. А почему? Пососали этих американских денежек на развитие демократии и так далее. Создали псевдофонды, которые там озабочены были развитием демократии и так далее. А почему в регионах-то они не присутствовали? Почему они не занимались? Вот почему? Ну, есть вот Карельский, например, мемориал, да, который там вот Сандармох раскопали, там все прочее. А где бурятские мемориалы, которые вот раскапывали бы кости? Весь Улан-Удэ, вот сейчас вот застраивают эти районы, да, особенно в сторону сотых кварталов, да. Там же сколько этих ям. Там на каждом этом, я даже вот на каком-то был, что мы там делали-то, я не помню, там какой-то пробег был там или еще что-то, я не помню. Ну, в общем, я где-то там был, я смотрю, какая-то яма раскопанная. И я понимаю, что это, скорее всего, была расстрельная яма, которую раскопали, оттуда все кости изъяли, уничтожили, скорее всего. То есть следы за это вот, потому что где-то я слышал о том, что в 80-е или там в 90-е годы еще был жив какой-то НКВДшный водила, который помнил вот эти все места, куда отвозили людей и там их расстреливали. То есть кто-то же эти ямы копал. И, соответственно, вот он указывал там на карте эти ямы. То их не использовали, ну, то есть ничего с ними не делали, вплоть до тех пор, как не стали застройщики скупать эту землю, короче, и там строить. И вот было же несколько случаев, и тишина. И ни одного мемориальщика, значит, не возникло, чтобы проследить, исследовать, чтобы взять ДНК-анализы для того, чтобы определить, а кто это был. Это были буряты или это были ванюшки? Кто это был вообще там расстрелянный и так далее. А потом мы знаем, что все это берется либо сейчас, вот почему они ускоренно даже в Улан-Удэ построили этот, как его, крематорий. Это не с тем связано, что у нас земли мало и, там, и значит, дорого хоронить вроде как. Нет, это связано с тем, что нужно официально кремировать такие останки, найденные вот из этих ям. Понимаете, вот в чем дело. И поэтому мы видим определенно о том, что, конечно, никто не был заинтересован в том, чтобы в Бурятии, там, в Сахале где-то возникла какая-то сходная с мемориалом правозащита. А вот эти вот всякие там типа мелкой карлицы, там, значит, вот этого беззубого Дугарова. Сейчас же там такая информация-то проявилась в этих, как его, в либеральных СМИ о том, что кто-то назначил Кара-Мурзу, короче, президентом в экзайл, короче. Президент России в изгнании, типа. Ну, конечно, это, наверное, какая-нибудь ошибка или там просто... С другой стороны, я вот все время, когда выступаю, меня спрашивают, назовите правильно, напишите правильное имя, фамилию, чтобы мы ошибку не сделали. И второе, напишите аффилиацию. Я не думаю, что это сами устроители какой-то конференции, которая 9 месяцев назад прошла, сами там взяли и нарисовали, что он президент в изгнании. То есть это явно кто-то постарался. Ну, я говорю, ну а что вы смеетесь-то? Говорю, у нас, я говорю, у бурятов целый хан есть, шизофрения. Вот этот Даржу-Дугаров, там, короче, там какой-то комментарий ко мне пришел, когда этот Даржу-Дугаров там какого-то допрашивал несчастного бурятоса, который в плен попал, значит, и там пытался рассказать, что они как много работали. Ну, это там, наверное, в шизофренических своих этих фантазиях, наверное, они там работали. Это очень много, короче. Хотя, по мне, так вся работа этих РХТНов, она состояла в том, чтобы создать видимость протестов. Потому что, я говорю, это вот так же, как эти активистки, которые в бурятской гимназии занимаются, но они всю работу профукали. То есть, видно, что отсутствует вообще, в принципе, понимание того, как с Русней нужно взаимодействовать в этом Иркутске. Ну, то есть, вообще, ну, то есть... Вот это такие же, как молодая вот дурочки, короче, да. То есть они показывают о том, что вот эта вот идея вроде бы хорошая, но они ее так провели, что они ее изговнякали всю с ног до головы, как говорится.
И поэтому, естественно, что какие-то более-менее разумные буряты, они в эту тему не вписались, потому что себе дороже с такими дурами связываться. Потому что, ну вот, Здор связался, а вот и эти дурочки, вон, видите, что накрутили против него. Поэтому вот так и происходит, что когда с дураками сейчас люди звонят, в общем, забыл отключиться. И когда вот с дураками связываешься, в итоге так и получается. То есть они настолько вот все заговнякают, на пустом месте абсолютно сделали так все хреново, что я просто не удивлен, короче, что это люди явно не просто малого ума, у них может быть желание, это есть какое-то определенное, это может быть и похвально, но видно, что они с Русней вообще не взаимодействовали в своей жизни. То есть они об них ноги вытирали, естественно, и так далее. И у них есть желание там, может быть, сделать так, чтобы от них не вытирали. Но надо-то понимать, что если Русне там где-то создать какую-нибудь русскую гимназию или еще что-то, нужно там 20-30 писем, то бурятам нужно 500 писем. Понимаете? В 10 раз больше. 3000, 5000 писем. И еще несколько десятков лет работы для того, чтобы это создавать. То есть это нужно понимать, как с Русней нужно взаимодействовать. А так нахрапом, значит, как граждане Российской Федерации, ну вот они как граждане Российской Федерации обратились, ничтоже сумняшися, значит, в этот департамент образования Иркутской области. А надо было-то как? Всех переписать чиновников, предоставить мне или, значит, каким-нибудь навальнятам списке, значит, с просьбой проверить на наличие собственности в Европейском Союзе, например, и в США. Вот, свяжитесь со мной, я всегда открыт. В общем, составлю вам протокол, что нужно будет делать. Нужно будет составить списки вот этих представителей департамента Иркутской области, значит, в том числе мэрии, в том числе, значит, людей, связанных там с вот этих депутатов ваших и так далее. И мы всех их проверим на предмет частной собственности. Я вот в течение, значит, ближайших 2 недель финализирую, значит, свой статут организации, где четко прописано, что мы будем заниматься, значит, признанием геноцида и будем проводить исследования по признанию геноцида бурятского народа. И вот это тоже будет входить, значит, в наш кейс. И мы будем уже как европейская организация правозащитная взаимодействовать с, значит, органами местной власти, выискивать, собственно говоря, недвижимость, собственность, которую укрыли коррупционеры из департамента образования города Иркутска. И вообще будем работать над тем, чтобы не допустить ни их родственников, чтобы ни одна сторона Шенгенской зоны не давала им визы на основании, значит, участия прямого и непрямого в геноциде, текущем геноциде и этноциде бурятского народа. Вот так нужно действовать. Все очень просто. И уже с определенным кейсом, с определенными документами, с определенными визами, уже с тем, что каждая бурятская семья в Иркутске, проживающая в Иркутске, напишет заявление в прокуратуру на этот департамент о нарушении их конституционных прав и так далее. С помощью чата GPT или любого другого искусственного интеллекта можно с хорошим промптом, значит, составить заявление. Кстати, давайте-ка даже, может быть, проведу такой эфир, где я буду писать вам промпт для того, чтобы вы через госуслуги, через сайт, значит, госуслуги на сайте прокуратуры, значит, мусорились, находясь в Иркутске. Ничего этого страшного в этом нет. То есть просто прокуратурку завалить, значит, нужно заявлениями, составленными грамотно с юридической точки зрения, где бы четко показывалось о том, что в данном случае, значит, происходит там проявление, значит, великорусского шовинизма и все прочего. Почему на этнической, значит, Бурятии не приняты до сих пор законодательные акты
связанные с национальным образованием бурятским, о том, что мы уже не хотим просто школы на бурятском языке, нам нужна, значит, развитая система своего собственного бурятского национального образования. Мы должны об этом говорить, а не о каком-то русском образовании на бурятском языке. То есть все уже это следующий этап. То есть не на какую национальную гимназию там на языке, а мы четко говорим сейчас, нам все уже, вы отказались нам делать, значит, русское образование на бурятском языке, мы теперь требуем национальное бурятское образование в рамках национальной бурятской идеи Бурятии от Енисея до Амура. Вот все. У вас был шанс дать нам школу, вашу русскую школу на бурятском языке, вы отказались, ну, там, глупо мотивировав какими-то, значит, отказами 5-10, а теперь мы будем уже требовать национальную школу в соответствии, вот, собственно, с вашими русскими законами, и в конце обязательно будет приписка «Соблюдайте вашу конституцию». Это такая, знаете, из 70-х годов логика этих диссидентов, отказников, ну, таких вот конкретных, как там, более даже конкретных, чем Низовкина. Такая жесткая отказная тактика была и так далее. И в этом отношении, если там 200-300 таких заявлений в прокуратуру поступит, им придется что-то делать. Потом надо заявлениями завалить, например, депутатов бурят. Почему до сих пор не принят закон соответствующий? Вот когда эти объединяли, почему законодательство касаемо бурятской, значит, вот из автономии, из УСРД, почему оно не включилось автоматически, не вошли какие-то постановления, там, законопроекты там, и так далее, не включены были автоматически в законодательство Иркутской области по защите бурятских интересов. А то, что у нас община, называют, диаспора бурятская. На нашей же земле мы вдруг приживалками стали, короче. Нас включили в состав этих всяких там переселенцев с Беларуси, с Украины, значит, с Польши это. То есть получается, что кто мы там вообще в Иркутской области? Да вы что, вообще что ли сдурели? Я вам говорю, что надо уже тогда переходить к системе саботажа и терроризма, уже к нелегальным действиям политической борьбы выходить, а не то, как эти активисты нас там, значит, на эти всякие на колени ставили, там, 5-10, короче. Все, друзья, хватит уже. И, кстати, новость смешная. Гуглил сейчас, значит, там, экстремистов-террористов, и оказалось, что Балтатарова, короче, 17 ноября этого года внесена в список террористов и экстремистов. Ну, и там, по-видимому, у нее счета все блокнули, короче. И, очевидно, сейчас вслед за Зуевой, ей тоже, она же, поскольку иноагентом давно является, и сейчас, видимо, короче, ей там штрафы начали прилетать. Ну, поскольку ее не защищает Низовкина, ну, как бы оснований нет, короче. Ну, видимо, она все там профукала. И сейчас вот этот домик, я не знаю, правда, на кого она успела переписать этот домик в Сотниково. Напишите в комментариях, успела, не успела, потому что вообще она всю удалила, короче. Она тут мукбанк удалила с позами. Я его, по крайней мере, не вижу. Кто-нибудь скачал? Если кто-то скачал, скиньте ссылку, в общем. И куда-то пропала вообще, загасилась, короче. Но я считаю, что ей нужно всю ее там многочисленную родню всех этих Балтатаровых перевозить во Францию, потому что я думаю, что они действительно подвергаются там нехилому воздействию, в том числе психологическому. Там, наверное, бывшие работодатели Балтатарова ездят их прессуют там. Вполне возможно, что поэтому и произошло там подлом всех ее, значит, этих социальных сетей. И, ну, в общем, печальная ситуация, конечно, да. Евгений, лучи поддержки, как говорится, в общем, чтобы не переживала, а то там мало ли там, что у нее там с головой случится, она там и так в бедственном положении находится, а тут еще какая-нибудь чушь навалится, короче, придется вздергиваться. Ну, в общем, это... Короче, вот такая вот ситуация, смешная и одновременно грустная. Так, вот пишет там какой-то дурачок, а как ты проверишь их имущество? А кто вам сказал, что не на них записано? Вы что, не знаете, как действует, значит,
Расследователи. Тут два варианта. Тут не может быть такого, что оно записано на кого-то. Потому что ты должен доказать, что эти деньги тут заработаны официальным каким-то способом. Поэтому любой коррупционер всегда в Европе записывает на себя собственность. Они не дураки. Потому что у них нет возможности создать какой-нибудь траст где-нибудь на Кипре и скупать собственность на этот траст. Ну, это было так раньше популярно. Может быть, там группа, значит, определенных жуликов она так и делала. Значит, когда крупный проект распильный там и так далее. Но обычно все жулики, они записывают на себя. Особенно вне юрисдикции, так скажем. Поэтому ничего абсолютно удивительного в этом нет. Будем расследовать, ребята, доберемся, потому что огромные суммы денег воруются из бюджета Иркутской области, из Забайкальского края. Те бюджеты, которые бы пошли как раз на создание бурятских инициатив. И в этом отношении, конечно, вот эти глупые активисты, они правы. Они же видят, что огромные суммы уходят мимо бурят. Они нам должны приходить. Поэтому, во-первых, нужно уже начать создавать внутри Рашки свою национальную партию. Хотя бы национальное объединение, то есть за защиту бурятских интересов. Ничего страшного в этом нет. Вы подвергнетесь там каким-то репрессиям, там, на вас нападут там, и так далее. Ну а так, как вы хотите защищать интересы? Они же не хотят вам давать. Наши же ресурсы. Понимаете? Вот поэтому так нужно действовать. И одновременно формировать отряды самозащиты. Вот 11 тысяч бурят, сколько готовы бойцов выставить для защиты бурятских интересов в Иркутске? 100 готовы выставить? Вот подумайте над этим. Потому что в скором времени может случиться все, что угодно, и вы должны быть готовы к тому, что бурятам бурятскую власть, Бурятия для бурят, Бурятия от Енисея до Амура. Бурятия от Енисея до Амура, бурятам бурятскую власть, Бурятия для бурят, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Так мы победим. Всем пока и до новых встреч.